В июне, после заключения Назранского договора, полевой командир Лечи Хултыгов отдал нашей программе 2 пленных и выпустил в небо последнюю на этой войне пулеметную очередь. Через 3 недели мы приехали снова, с надеждой увезти еще одного пленного. После того, как мы с вами расстались, я вам передал пленных, вы уехали. Они, сколько у нас людей поубивали, сколько вы сейчас приехали, тоже свидетели, как они ночью, днем, ночью летают, стреляют. И вот наш один человек, наш про него говорить нельзя, сказал нам, что Завгаев Доку Хапугович должен приехать в Веденский район. И у нас там это место, где постоянно моя разведрота. И я вместе с разведротой тоже туда пошел, и мы в течение суток их ждали. 28 человек нас, вот таких 4 пулемета ДШК, 1 крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый КПВТ, 2 установки ПТУРС, Фагот мы их называем, и 9 ракет С-8. И надо же, точно, наш человек нас не обманул. Пролетели. И знаете, кто пролетели? Убийца чеченского народа №1 господин Шаманов, Завгаев, Кошман, который все хвалился, что с одобрением правительства уничтожают Бамут. Ну и надо же, и Степашин вместе с ними. И в это время вот все, прицелили, все, начнем. Что делать? Степашин, правда, нам мешал. Потому что на Зране он с Удугом разговаривал, и там на переговорах был, вроде бы мира он хотел. Но очень мешал нам, он не нужен был, чтобы мы его там тоже вместе с ними кокнули, грубо говоря. И с Масхадов это время выходит на связь. Ни в коем случае огонь не открывать. Мы говорим, да они же вот-вот. Нет, ни в коем случае. Вы меня поняли, нет? Я говорю, вас понял. Ну что делать-то? Нет, огонь не открывать. Под угрозой расстрела нас заставил отойти. Я говорю, снимайтесь и уходите. Я говорю, как же так? Да Завгаев же там, который целый год уже прекратилась война, опять кровь проливает, убивает. Вот он и нам его Аллах подарил. Я говорю, как быть-то, Аслан, как быть? Приказывай уходить. И никаких разговоров. Вы меня поняли или нет? Иначе расстреляю. Я вас понял. Мы уходили, мы плакали. Мы чеченцы, мы плакали. Я с тех пор рацию с тобой не ношу.